Во-первых, дороги, тротуары. Возможно, кто-то инвалид, и очень сложно им проехать. Очень низкая пенсия. И третья проблема – то, что нет социальной помощи, возможно, у некоторых. У меня тоже родители пожилые, но я хотела, чтобы у пожилых было много пенсий или социальная помощь. Мизерная пенсия. Инфраструктура – первое, самое главное. И второе – повысили пенсионный возраст. Но это уже не пожилых касается, у нас всех касается. И третье – это доступность всего. Слишком маленькая пенсия. Низкие пенсии. Квартиры, дома, конечно. Все старые люди хотим жить в благоустроенных домах. Пенсии. Пенсия маленькая. Низкий уровень защищенности этого слоя населения и недоступность, наверное, медицинского обслуживания как такового. Я вот хожу, в больнице для пожилых, но там у них лифта нету. Пожилые люди не могут подключаться к электронным ресурсам, которые все проходит сейчас через эти ресурсы электронные, да? Вот для них нужны именно школы третьего поколения или услуги для пожилых, чтобы они жили в этом 21 веке. Как выходят люди на пенсию по старости, 55 мужчины, 50 женщины, Получается, что уже они старые, считается, И на работу устраиваться трудно, везде И пенсия у нас на севере живут, и мало пенсию получают. Главная проблема пожилых, во-первых, стремиться стать более молодыми или совсем молодыми. Во-вторых, если подруга исчезла, то надо старикам или старухам обзаводиться супругой. Во-первых, это здоровье, почитание молодых, наверное. И обязательно, чтобы у них была хорошая пенсия, достойная пенсия. Самое главное, мне кажется, внимание и помощь. Чтобы были близкие рядом, полноценное медобслуживание, чтобы всегда их окружало. Чтобы условия были хорошие. Главное, в семье хорошо было, стабильно было. Природа. Вообще мы рады то, что живем, то, что здоровье есть, то, что войны нету. И все.